Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе на 15 августа. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В Якутии за сутки выявлено и зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Нужно сказать, что определенное снижение произошло по городу Якутску. Из них 37 случаев зарегистрировано в городе Якутске. Однако в городе Якутске продолжают оставаться случаи, и сейчас особенно с послаблением ограничений, случаи, которые связаны в том числе от корпоративных выездов до случаев на работе. 5 случаев выявлено в Мегино-Кангаласском улусе. Мегино-Кангаласский улус у нас всегда идет в определенном роде вместе с городом Якутском. И, соответственно, так как достаточно улус сам по себе является таким мобильным по передвижению, соответственно, случаи постоянно выявляются, но база сегодня инфекционная Мегино-Кангаласского улуса позволяет справляться с этими сложностями. По 4 случая выявлены в Татинском и Чурапчинских районах, по 2 случая в Алданском и Верхоянском, и 1 случаю в Нюрбинском районе. Особый резонанс вызывают случаи, которые осуществляются, которые имеют место в Верхоянском улусе. Здесь я хочу обратить внимание на такую ситуацию. Вся ситуация в Верхоянском улусе – это прежде всего и для жителей Верхоянского улуса, и для тех земляков, которые переживают за тех, кто живет в Верхоянском улусе. Вся ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. 10 с лишним дней, почти 11 дней, в Верхоянском улусе работал первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия, который оказывал и методическую, и необходимую медицинские консультации вместе с практикующим инфекционистом, который был по просьбе жителей специально направлен в больницу Верхоянского улуса. Сейчас в больнице находится 4 больных, и мы ждем их скорейшего выздоровления. Я прошу непосредственно обратить внимание на то, что те обращения, которые идут по Верхоянскому улусу, все будут достаточно четко, особенно по одному из небольших населенных пунктов, по кому как Орылах, будет отдельно рассмотрены, и при необходимости будут приняты дополнительные меры. Что касается случаев в Чурапчинском улусе, как я уже говорила не раз, ситуация, которая складывается в Чурапче, она связана с тем, что мы держали достаточно долго ситуацию на уровне самого центра населенного пункта, но в связи с выездами вирус начал уходить и в дальние поселения. Поэтому на настоящий момент принимаются все меры для того, чтобы на уровне согласованного решения оперативного штаба республиканского и районного урегулировать и погасить вспышку, а по сути дела она практически погашена, в одном из сельских населенных пунктов Чурапчинского улуса. Люди изолированы, соответственно, помощь оказывается. За прошедшие сутки у нас не зарегистрировано летальных случаев. И хочу обратить внимание, что мы продолжаем работать лабораторно. Работают сегодня, на исследовании прошло 2540 тестов. На прошлой неделе мы открыли еще одну лабораторию в городе Якутске. И поэтому я думаю, что постепенно вопрос с тестированием будет снят окончательно, и уже оно будет более доступно. Какая задача сегодня ставится перед оперативным штабом и перед, соответственно, в целом республиканскими властями? Это, естественно, подготовка к 1 сентября. Нужно, чтобы у нас все школы, детские сады, учреждения доп. Образования четко отработали с 1 сентября по схеме, которая бы предусмотрела возможность безопасного нахождения детей. И поэтому на настоящий момент сегодня как раз идут основные консультации и подготовка к школ, именно к не только школ, но и детских садов, чтобы их помещения, чтобы сам по себе учебный процесс, он все-таки и работал на качество, и для того, чтобы была обеспечена безопасность. Но вы знаете, что на этой неделе подписан указ главы республики в части, непосредственно связанной с открытием спортивных площадок как мест осуществления спортивных занятий граждан и фитнес-залов. Еще раз обращаю внимание
понимание, что главой республики поставлена задача усилить персональную ответственность тех, кто принимает на себя обязательства по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Вот это, наверное, задача сегодняшнего дня. Понимаю, что впереди суббота-воскресенье. Да, я знаю, так же, как и все жители города Якутска, что не ягодный сезон в этом году и не грибной. Но, тем не менее, соответственно, значит, все наши с вами выезды на природу, когда лето заканчивается, должны все-таки с соблюдением быть требованиям санитарных норм, несмотря на то, что мы ослабили сегодня, значит, ряд наших с вами ограничений, которые существовали. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба Якутии о текущей эпидобстановке в регионе на 15 августа. Не переключайтесь. Войдите сегодня в Якутский университет, и вас встретит юность. Университет в Якутии, в крае, где